150 лет в науке. Международная таблица химических элементов, изобретенная российским ученым Дмитрием Менделеевым. В этом году празднуют очередной юбилей. К этому событию приурочили Всероссийский фестиваль «Наука 0+», который уже 5 лет подряд проходит в Магасе. Различные экспозиции, химические эксперименты, кулинарные шедевры, приправленные съедобными элементами таблицы Менделеева. Например, как приготовить кукурузные палочки с использованием жидкого азота или сделать золотой дождь. Так он называется, потому что, как вы видите, как будто бы маленькие частички золота в нем находятся. Он находится на аппарате, который называется магнитная мешалка. Внутри нашего раствора мы поместили маленький магнит, который и раскручивает нашу жидкость, придавая ему такой замечательный эффект. Организаторы позаботились о том, чтобы привлечь как можно больше молодежи на фестиваль. И это, кажется, работает. Судя по такому ажиотажу среди студентов, им интересно буквально все. Но, пожалуй, самый популярный стол химико-биологического факультета. Нет, это не чучело и не муляж. Это тела настоящих птиц, жуков и другой живности. Это бабочки, это капустница, это лимонница. Это мы тоже ловили в горной части. На практику мы выезжаем каждое лето в Джейрах. Не все люди могут просто так наглядно взять и посмотреть на все это. И чтобы каждый человек понимал, что из себя это представляет, как это все обустроено, мы этим и занимаемся. Креативно к научному фестивалю подошли и филологи. Студенты кафедры французского языка, к примеру, нашли много общего между таблицей Менделеева и Францией. Франция славится своими духами и своей высокой модой. Мы решили связать это так, что каждые духи, они, естественно, включают в себя химические элементы. И вот мы подготовили карточки, на которых рассказывается о всех химических элементах. Например, здесь написана формула этилового спирта, который является растворителем для любых духов. И вот, собственно, духи. Студенты кафедры английского языка пошли еще дальше. Таблицу Менделеева решили связать с любимым детским персонажем Гарри Поттером. Фотозону для нашего стола и развлекательную часть мы подготовили в стиле Гарри Поттера. Так как на факультете у них тоже было зельеварение, что это среди нашей химии или алхимии. Вот, здесь представлена атрибутика к ним связанная и некоторые химические элементы. Гарри Поттер не единственный символ Британии. Не менее известный персонаж Шерлок Холмс вдохновил студентов на создание увлекательного квеста под названием «Химологи филхимии». Мы думали сделать что-нибудь оригинальное, что-нибудь прикольное. Учитывая то, что у нас другие группы делают сценки, мы подумали сделать квест, потому что это интересно для студентов будет. И можно как-то подумать, как будешь отгадывать все это. Связь с таблицей Менделеева участники фестиваля находят буквально в каждом предмете – посуда, мебель, еда. Мы решили приготовить вот такое вот желе. Видны разные цвета, и когда мы работаем с химическими элементами, также у нас получаются разные цвета, разные консистенции. И мне кажется, желе как раз-таки очень сильно отражает. Здесь показано растение в окружении химических элементов. И это тоже неудивительно, потому что растения в процессе онтогенеза, то есть своего развития в агрофитоценозах, использует от 68 до 85 химических элементов. Количество гостей научного фестиваля просто поражает. Это официальные лица, ученые, преподаватели и, конечно же, сами студенты. Их здесь подавляющее большинство. Я думаю, что не обязательно нужно быть химиком или каким-то узкоспециализированным профессионалом, чтобы тебе было интересно здесь. Потому что мы все это упростили и сделали интересным именно для школьников, чтобы они максимально были заинтересованы в этом. Мы проводим постоянно эти ежегодные конференции, так что достижения науки, они, конечно, окружают нас ежедневно, поэтому он называется «Наука 0+». То есть с малых лет и до самого взрослых, значит, наука, мы пользуемся результатами научных достижений. И люди, наша задача, конечно, популяризировать науку и научные достижения, чтобы люди оценили, какая польза от научных исследований наука дает, во-первых, и чем занимаются
ученые нашего университета. Гостем фестиваля стала и сотрудник немецко-культурного центра имени Гёте при посольстве ФРГ в Москве Галина Зизарахова. Она в нашей республике не впервые. В прошлом году она уже приезжала в Ингушский госуниверситет с лекциями, поэтому не могла пропустить всероссийский фестиваль. В этом году мне посчастливилось побывать в новом корпусе университета и провести семинар для преподавателей и учителей немецкого языка. И мне также посчастливилось вот в этот день увидеть праздник такой великолепный, который устроил университет. Здесь чувствуется прямо, не знаю, какое-то трепетное отношение к этому празднику. И мы увидели очень много интересных выставок, побеседовали со студентами, с преподавателями. Очень все было интересно. Впервые подобный фестиваль был проведен в Московском государственном университете. В 2006 году, спустя 8 лет, наша республика решила привести этот научный праздник в Ингушетию. С каждым годом темы фестиваля меняются, так же, как и научные работы его участников. Их становится больше. Интерес к фундаментальным наукам растет. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24.